Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Камши-Пшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. О жизни, творчестве, героизме абхазского художника Заура Аджба, которому 19 сентября исполнилось бы 67 лет. Близится к завершению работы по реставрации фасада одного из объектов историко-культурного наследия Гудаутского железнодорожного вокзала. В Гудауте прошел 25-й международный турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие около 200 спортсменов. Мы продолжаем рассказывать о событиях 30-летней давности, о победной наступательной операции абхазской армии 1993 года. 19 сентября в селе Ачадара противник был выбит из здания, в котором перед войной располагался отдельный полк внутренних войск Абхазии. Тем временем на заседании Объединенной комиссии в Сочи стороны пришли к решению о немедленном прекращении огня, безоговорочном разоружении и полном выводе с территории Абхазии всех подразделений вооруженных сил Грузии, о вводе в зону конфликта российских миротворческих сил и возвращении в Сухум конституционных структур власти, парламента и правительства. До Дня Победы оставалось 11 дней. 19 сентября 1956 года родился абхазский живописец Заур Аджба. В день рождения художника, которому сегодня исполнилось бы 67 лет, на мемориале у Гуместинского моста была установлена памятная плита. О жизни, творчестве и героизме абхазского Ван Гога в репортаже Рады Чачава. Талантами славится абхазская земля. Это изречение, безусловно, и о творчестве Заура Аджба, одном из ярчайших подтверждений правдивости данного факта. Этого абхазского художника, погибшего во время Отечественной войны народа Абхазии в возрасте всего 37 лет, чаще всего сравнивают с Ван Гогом. Он был художником, способным уловить и запечатлеть на холсте всю многогранность природы, талантливым импрессионистом и, конечно же, очень смелым человеком. Заур Аджба – это вообще особенный человек, отдельная история. Особенный, потому что, когда война началась, он уже был взрослый человек. Он пришел к нам в отряд из дому. Это было на второй или на третий день. Заур уже был известен в своих кругах, в творческих кругах. Он уже состоявшийся художник. Когда мы были знакомы, когда он пришел, мы даже пошутили так. Я говорю: Заур, художников и так мало, куда ты, говорю, пришел? А он мне отвечает: а ты не обратил внимания, что нас, абхазцев, вообще мало? Заур Аджба начал свой творческий путь в стенах Сухумского художественного училища, после окончания которого его сразу же приняли в молодежное объединение Союза художников Абхазии. А уже в 1987 году он был принят в члены Союза художников СССР и Союза художников Абхазии. Первая персональная выставка художника прошла в Гудауте в 1973 году. В 1990 году Заур Аджба посетил Австрию, где принимал участие в выставке, посвященной столетию со дня смерти Ван Гога. Талантливый и яркий художник не реализовал множество планов и мечтаний. С первых же дней войны Заур Аджба ушел на фронт. رابخت بمشينا عقب بشينا ركنا الزرباز عام تخايخ جوجو بس بصراحة مشتخ يحزبيت حراها خيط جواز بس يقوز رحت خيط أخوشكو جنا خوبش رابخة عبرت خمس تانزوب حبسات جل بس خمسة تزاو. Когда смерть встречается с жизнью, рождаются самые невероятные произведения искусства. Даже ужасы войны, изображенные художником, стали своего рода манифестом. Картина Заура Аджба «Нас не пройти» – яркий пример безусловной веры в победу. Он писал реальность, какая есть, чем отличается вот этот стиль, и передавал впечатления. Самое главное, он мог передавать эти впечатления. Он рисует, пишет картину, где, значит, мы все стоим в ряд, даже можно там лица узнать, и еще он и себя в числе всех, такие мужественные, суровые лица, плечом к плечу, и называет, эту картину называет «Нас не пройти».
нас не пройти, потому что мы все стоим плечом к плечу. Сегодня, когда памятная плита в честь известного абхазского художника установлена на Гумисте, близкие и родные Заура Аджба рассказывают о нем эмоционально, трогательно и живо. Он был не просто талантливым человеком, творцом и живописцем, но и настоящим героем, человеком с большим сердцем и неукротимой верой в идеалы. Из 6 боевых операций он не участвовал, по-моему, в одном только. Везде он участвовал. Но в какой-то период времени, какая-то была пауза, он организовал, это я как знаю, сейчас детали, может, не смогу точно сказать, в Санкт-Петербурге, по-моему, он организовал выставку своих картин. Картин у него было очень много. И вот там, значит, эти картины были проданы, и он заработал на этих картинах около $10 тысяч. Это были в те времена большие деньги. Это не только в те времена, они и сейчас большие деньги. И вот эти деньги он отдал Министерству обороны, то есть отдал на войну. Мы ждали, что очень много чего сделает не только для нас, для Абхазии, но судьба так сложилась, мы потеряли его. Я сегодня хочу поблагодарить всех его друзей, с кем он воевал, и Царство Небесное, которые погибли, чтобы такое никогда не повторилось. Сегодня этот день рождения Заура, и решили, мы, братья, решили, что надо повесить, тем более он погиб вот здесь, в этом районе, и мы решили вот повесить его фотографию среди всех его друзей и близких. В 1993 году, в день своего рождения, 19 сентября, Заур Аджба был смертельно ранен в бою за освобождение Сухума. День очень волнительный, конечно, для меня. В этот день он лежал в больнице 19 сентября. И вот мы приехали в больницу, а он спрашивает, на какой машине? На нашей, я говорю, да. А каталог, говорит, у него каталог тогда уже был выпущен. А каталог с собой? Я говорю, да, с собой. Принеси, говорит, сюда, говорит, я хочу, говорит, показать медсестрам. Пусть, говорит, они знают, кто я был такой. Он еще был жив, но почему-то он высказал это вслух. Воспоминания. Он живой, он есть для нас всех. Это очень важно. Земной путь краток, но память вечна. Абхазский Ван Гог – один из самых самобытных и интересных авторов своего времени, достойный человек и друг, большой патриот своей родины, отдавший жизнь за ее свободу и независимость. Заур Аджба награжден медалью за отвагу посмертно. Рада Чачава, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Порядка 120 граммов наркотического средства изъято у гражданина Узбекистана. Расследование проводит Следственный отдел Управления внутренних дел по городу Сухум. Подробности в оперативной съемке МВД. Юсупов Мухаммад был задержан в городе Сухум. Порядка 120 грамм наркотического средства изъято у гражданина Узбекистана. Оперативные мероприятия в отношении подозреваемого в сбытии наркотического средства провели сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ Республики Абхазия. Юсупов Мухаммад Худейнезар Угли. Кристаллы наркотического средства, как установлено экспертами, метадон массой 117,783 тысячных грамм, хранил при себе в полиэтиленовом свертке. Не владеющий ни абхазским, ни русским языком гражданин Узбекистана посредством переводчика пояснил, что хотел заработать деньги. Распространил каким путем? Наркотическое средство он хранил, клал и распространял, делая из большого пакета маленькие свертки, взвешивал и обматывал изолентой. Реализацию своего преступного умысла гражданин Юсупов осуществлял в домашних условиях в арендованном помещении в городе Сухум, где временно проживал с семьей. При обыске сотрудники правоохранительных органов обнаружили непосредственно фасовочный материал. Разномерные электронные весы, изоляционную ленту также изъяли.
В ходе проведения обследования участков местности на набережной Махаджира с участием самого задержанного в потайных местах, на которые указал Юсупов, было обнаружено и изъято 3 свертка. Свертки состояли из отрезков полимерной пленки черного и серого цвета, обмотанных зеленой изоляционной лентой, содержащимся в них кристаллическим светлым веществом, состоящим из порошкообразных частиц и крупных цельных кристаллов разного размера. Общая масса изъятого при личном досмотре у гражданина Юсупова наркотического средства метадон, а также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при исследовании мест ранее сделанных им закладок составила 119,108 тысячных грамм. Последнему вменяется преступление, предусмотренное пунктом В, частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Незаконные приобретения, хранение, перевозка с целью сбыта равно сбыт наркотического средства в особо крупном размере». Мухаммад Юсупов заключен под стражу. Расследование проводит Следственное отдел Управления внутренних дел по городу Сухум. Один из объектов культурного наследия Абхазии, Гудаутский железнодорожный вокзал, обретает новую жизнь. Здесь полностью заменили кровлю, близится к завершению работы по реставрации фасада. Однако специалисты не собираются на этом останавливаться. В планах ремонт внутренней части здания. Подробности у Гугуцы Вардания. Здание Гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в 1944 году. Вокзал выполнен в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи. Однако после Отечественной войны народы Абхазии здание пришло в упадок. Крыша протекала, а стены испортились. Спустя 30 лет здесь закипит новая жизнь. Свежими красками заиграл орнамент на величественных колоннах и арках. День за днем мастера пытаются вдохнуть новую жизнь в пришедшее за 30 лет в упадок здание Гудаутского железнодорожного вокзала. Работа нелегкая, но специалисты вкладывают все силы и душу в воссоздание былой красоты. И результаты по отзывам местных жителей прекрасны. Уже заменена кровля, а к 30 сентября в АЖД полностью планируют завершить ремонт фасадной части вокзала. Ремонт здания вокзала станции Гудаута начали где-то 2 месяца тому назад. Восстановительные работы идут. В основном сейчас мы делаем фасадный. Вот. Крышу все поменяли, лесоматериал все поменяли, новые все сделали. К Дню Победы, большому празднику, фасадные работы постараемся двери и окна тоже все сохранить, в каком виде они были раньше. Основное здание вокзала небольшое, но его убранство было выполнено неожиданно пестро и богато для советской архитектурной школы. Античные колонны, поддерживающие свод крыши. Окна украшало великолепное деревянное обрамление в виде виноградных гроздей. Искусно выполненная лепнина украшала потолок, а также стены внутри и снаружи здания. На реставрации фасада специалисты Абхазской железной дороги не остановятся. Далее в планах ремонт внутренней части здания, залов ожидания и касс. В этих стенах вновь появятся лица счастливых пассажиров. Внутри постараемся в этом году зал ожидания отремонтировать, кабинеты работников станции. Вот сейчас тоже идет ремонт, идут, там восстановительные, там проводка, все поменяли. Здание Гудаутского ЖД вокзала на протяжении 30 лет приходило в упадок. Былая красота исчезала, а залы год за годом заполнялись мусором. Поэтому одной из самых сложных задач на первоначальном этапе было просто очистить помещение от грязи. Ремонт ведется за счет средств Абхазской железной дороги. Это стало возможным благодаря увеличению пассажирских и грузовых перевозок, а также четкой и слаженной работе специалистов АЖД. Полностью ремонт здания Гудаутского вокзала планируют завершить уже следующим летом. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В состав туристического поезда «Сочи», который следует по маршруту Туапсе-Сочи-Гагра, включен новый обзорный вагон. Об этом сообщает пресс-служба РЖД. Открытый вагон стилизован под эпоху начала 20 века и рассчитан на 80 посадочных мест. В нем есть и современные удобства, лавки с подогревом и розетки для подзарядки гаджетов. Ранее поездку в таком вагоне можно было совершить только по 2 маршрутам в Карелии. Сейчас же, помимо Сочи, они появились в составе поездов «Уральский экспресс» и «Вечерний Екатеринбург».
На культурно-деловой платформе ГУМА прошла премьера документального фильма «Абхазская броня». Портрет абхазского воина, элементы и особенности брони, процесс ее воссоздания художником Баталом Джапуа. Фильм раскрывает все составляющие облика средневекового абхазского воина. Картина снята в рамках проекта ВАК и некоммерческой организации «Алашара» о нематериальном наследии абхазо-абазинского народа Мазара. Режиссер Дауд Логуа. Вся идея началась с того, что, придя в галерею к Баталу Джапуа, мы увидели, как он собирает доспех. И это был уже второй доспех, который он собирал. И благодаря нашему интересу Батал с удовольствием о нем рассказал. И в процессе этой сборки этого доспеха возникла идея рассказать про сам процесс сборки, вообще про эту броню. У нее есть некие уникальные элементы, которые потом, как мы выяснили, пока там историки, археологи и оружейники еще не подтвердили, что где-то, допустим, в других частях мира такие доспехи находили. Съемочный период занял около 7 съемочных дней. Мне безумно было интересно про эту броню узнать и, следовательно, рассказать о ней людям также. Пусть это и будут там сильно глубокие века, это там 5-6 век, но на самом деле это очень интересно и территориально, где располагалась эта крепость, в которой нашли эти останки, и то, какой эта броня была у наших предков. В нем самый такой динамичный элемент, который также был интересен и Баталу, и нашему другу ведущему Валерию Березене, это сам тест, в котором мы стреляли и били по куску брони, показывая, какая она была прочная. Мне кажется, аудитория у него может быть очень обширная и очень разная. Это могут быть и оружейники, историки, это могут быть также наши молодые археологи. Это может быть молодежь, которая просто интересуется какими-то элементами из истории нашей. Не знаю, мне кажется, он для всех. В Гудауте прошел 25-й международный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти борцов, погибших в Отечественной войне народа Абхазии. В этом году в турнире приняли участие около 200 спортсменов из Абхазии, Северной и Южной Осетии, Адыгеи, Краснодарского края. Соревнования проходили в 15 весовых категориях, в большинстве из которых победителями стали абхазские спортсмены. Своими впечатлениями поделился наставник адыгейской команды Сафер Цевкош. Я много раз приезжал, если взять в сумме, где-то 8 или 10 раз я приезжал на этот турнир. Именно в памяти ребят, борцов. Много ребят сильных здесь участвует всегда. И хочу поздравить весь народ Абхазии с 30-летием Победы, который приближается в конце месяца. Самое главное – пожелать, чтобы никаких войн больше не было. И жить в мире, согласие, чтобы жили все. 25 сентября в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир пройдет 10-й юбилейный международный арт-фестиваль «Прогулка по набережной». Будут организованы 7 территорий, представляющих различные сферы культуры, искусства, народного творчества. Один из главных принципов фестиваля – открытость и доступность. В мероприятии может принять участие каждый желающий и любой творческий коллектив. Утвержден план государственных мероприятий по празднованию 30-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 27 сентября, в день освобождения города Сухум, в 9 часов утра по традиции мероприятия начнутся с церемонии возложения цветов к мемориалу погибших защитников в парке боевой славы. В 13 часов в Центральном выставочном зале откроется фотовыставка под названием «Юбилей Победы в Отечественной войне». В 17 часов в Абхазской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Агуа». План мероприятий на 30 сентября. В 9 утра церемония возложения цветов к мемориалу погибших в парке боевой славы. В 10 часов в селе Нижняя Эшера к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Арзанба. В 11 часов начнется военный парад на площади Свободы в Сухуме. В 15 часов на набережной Махаджиров будет торжественно открыт мост через реку Басла. С 14 часов на набережной Махаджиров будет организовано абхазское подворье. В 8 часов вечера на стадионе «Динамо» начнется театрализованное представление. Завершится все праздничным салютом в 21:30. В завершении выпуска о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, в среду 20 сентября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 21-26 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.